На канале БСТ время подводить итоги недели. Сделаем это вместе. Добрый вечер. Я Альбина Хайруллина. И вот ключевые темы выпуска. Смотреть и слушать. Если кому-то не интересно, вы можете встать и уйти, коллеги. Ради Хабиров отчитал глав муниципалитетов за плохую работу с предпринимателями. Сидят в телефоне, инвестчасы отменяют, кадры набирают как удобно. Все сливки молочной страны, мегафермы и инвестиции в евро. Все 2800 коров, которые мы сейчас строим в молочный комплекс в Еремкиевском районе, будут доиться. Как заработать на машину своими руками. Поедем домой на машине. И почему побить рекорд по распитию напитка на фестивале не удалось. Долой бумажки. Выяснилась очень, так скажем, печальная картина. Депутаты Госсобрания решили создать антибюрократическую учительскую. Школьный эксперимент показал, ученикам педагоги уделяют времени меньше, чем планам и дневникам. Как в уроке внести перемены. Как в кино. Легенды российских фильмов, звезды всемирно известных сериалов на ковровой дорожке. На бесплатных показах нет свободных мест. Народное кино – это про этнос, про обычаи народов. Это замечательно. И очень хорошо, что этот фестиваль существует. Серебряный Акбузат вновь в Уфе. Председатель жюри Сергей Шакуров в итогах недели. Капсула центра борьбы, самые быстрые пенсионеры и Уфа в зените. Громкие победы и поражения самой спортивной недели месяца. Жителям республики пора доставать зонты. Если верить прогнозам синоптиков, то лето сегодня закончилось. На Башкирию надвигаются холода и дожди. Уже сегодня столбики термометров местами опустятся до 5 градусов. В последующие 2 дня температура воздуха будет понижаться и далее. +2 составит ночная, +19 максимальная дневная температура. Количество осадков увеличится, поднимется ветер с порывами до сильного. Так что лето решило с нами попрощаться раньше календарного срока. Учитывая, что его в этом году мы особо и не ощутили, теперь ждем бабьего лета. Ради Хабиров отчитал глав районов, которые сидели в телефоне на оперативке, и впредь попросил выводить их в прямой эфир. Резкая критика была вызвана тем, что целый ряд чиновников в ходе серьезного разговора уткнулись в экраны своих смартфонов. Также безответственно они подошли к проведению предпринимательского часа у себя в муниципалитетах. Почти половина запланированных заседаний была отменена. Так, в августе месяце ни одного инвестчаса не было проведено в Агиделе, в Абзелиловском, Бурзянском, Иглинском, Кушнаренковском, Мейхинском, Чешминском, Янаульском районах. Вот такое основание, как нет заявок от предпринимателей и проектов, я буду считать, что это вы не дорабатываете, а не то, что у вас нет предпринимателей. И вы не понимаете сути и важности этой работы. Уважаемый глава муниципалитетов, я вот сижу, вот смотрю на вас, вы там в телефон, мне там телефон у вас, что ли, отбирать перед мероприятием? Это что такое? Я вам обращаюсь вообще-то. Кроме этого, Ради Хабиров сообщил, что кадровая комиссия отсекла больше половины представленных кандидатур на должности заместителей глав муниципалитетов по предпринимательству. Решено, что отбирать кадры будут в администрации главы республики, чтобы на этот пост не попали просто удобные люди, родственники и знакомые. Никаких интервью до окончания состязания. Такое условие было поставлено участникам 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills. В пятницу в Казани состоялась красочная церемония открытия первенства и грандиозное шоу от команды Игоря Крутого. А уже на следующий день молодые люди вступили в борьбу за звание лучших. Более 1300 конкурсантов из 60 стран. Нашу республику в составе сборной России представляет студент из Сибая Ильмир Саидбаталов. Из Казани репортаж Руслана Батыргареева. Переполненные трибуны Казань-арены. Зрители ожидают далеко не футбольное зрелище. Главные действующие лица этого вечера – участники 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills. В параде участвуют представители 63 стран мира. В стране не остаются и зрители. Трибуны стадиона освещаются тысячами огней. А в небе тем временем праздничные залпы. Церемонию открытия посетил и премьер-министр правительства России. 45-й мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандарту WorldSkills объявляю открытым.
Впервые масштабный чемпионат мира по профессиональному мастерству проходит в России. Лучших определяют среди сварщиков, токарей, автослесарей, электриков, флористов, дизайнеров и многих других направлений. Родом я из Башкирии, из города Мелеуза, но сейчас я живу в Санкт-Петербурге и представляю Санкт-Петербург. Значит, наша компетенция занимается декоративно-малярными работами. В задание входит, поклейка обоев, перенос очень строгого и точного рисунка на стену. Честь сборной нашей страны на соревнованиях защищает и студент Сибайского колледжа Эльмир Саидбаталов. Он борется за звание победителя в компетенции архитектурная обработка камня. Пообщаться с Эльмиром, к сожалению, не удалось. До окончания состязаний никаких интервью с участниками. Это условие организаторов. Мы очень надеемся, и верим, что он победит, потому что он один из самых сильнейших наших конкурсантов. Все, что происходит сейчас на полях мирового чемпионата, это даст какой-то еще один большой старт на пересмотр профессионального образования. Башкортостан вступил в движение WorldSkills в 2014, а уже в 2016 году наш регион занял 13-е место в национальном чемпионате. А этой весной сборная республики поднялась на 7-е место в общекомандном зачете. Положительная динамика радует, но все же главная цель – повысить престиж рабочих профессий. Об этом отметил Ради Хабиров. Руководитель Башкортостана приехал на церемонию открытия чемпионата. Это международное важное событие, это конкурс, скажем так, компетенций, в основном таких рабочих специальностей, я бы сказал. Важно то, что здесь участвуют и наши ребята, и Эльмир у нас из Сибая участвует. Это важное мероприятие, я хотел посмотреть, как оно организовано. Вообще нам надо обмениваться опытом. В состав национальной сборной Российской Федерации вошли 63 конкурсанта. Участницей международного чемпионата могла стать и Яна Костицына. Еще в мае девушка выиграла национальный этап WorldSkills по компетенции эксплуатации и обслуживания многоквартирного дома. Но, несмотря на золотую медаль, представлять Россию на мировом уровне не сможет. Это направление еще не включили во всемирные состязания. Было несколько заданий, они разделялись на этапы. Первым заданием было это подготовка документов для проведения общего собрания с жильцами. Вторым заданием было это общение с жителями, негативно настроенными, с позитивно настроенными жителями, а также с организациями. Полученный опыт помогает сегодня Яне в работе. Девушка трудится ведущим экспертом в отделе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Башкортостана. Включит ли компетенцию эксплуатации и обслуживания многоквартирного дома в мировой чемпионат по профмастерству в будущем, пока неизвестно. На сегодняшний день конкурсанты продолжают бороться в 56 направлениях. Церемония закрытия соревнований состоится 27 августа. Тогда же будет известно, внесет ли единственный представитель Башкортостана в копилку сборной России медаль. Руслан Батыргареев, Айгуль Резяпова, Ильдар Байбулатов и Роберт Давлетбердин. Итоги недели. Казань, Уфа. В одной из школ Башкортостана подсчитали, сколько в среднем бесплатно перерабатывают учителя. Дополнительная нагрузка превышает установленную в 1,5-2 раза. В селе Алкино-2 провели эксперимент. В течение 1/4 преподаватели вели дневники. Педагоги фиксировали, сколько времени они потратили на всевозможные отчеты и на заполнение документов. Результаты удивили и даже поразили. Оказывается, на учеников уходит времени гораздо меньше. Лилия Курбанова с подробностями. На документальное сопровождение примерно уходит больше 20 часов. В какой-то день я сижу 20 минут, где-то 2,5 часа. Заполнение всевозможных отчетов – ежедневная дополнительная нагрузка, которая к тому же и не оплачивается. Документы для заполнения Фарзана Сулейманова обычно брала домой. А после уроков – прямые обязанности – проверка тетрадей. На один класс у меня уходит от 30 минут до 45, например, в среднем. А бывает у таких же классов 5-6, соответственно, и время 3 часа, 2,5 бывает только на проверку тетради. Плюс надо подготовиться к урокам на следующий день. Это планы, это что-то новое, хочется посмотреть новые материалы. Как правило, отчетов становится больше в конце четверти и каждого полугодия. Как раз когда нужно помочь детям подтянуть оценки или подготовить ребенка к ЕГЭ или ОГЭ. Юлия Сахаува работает в школе 8 лет. Говорит, с каждым годом приходится заполнять все больше документов. В первую очередь для учителя сегодня это сделать письменный документ, отчет, что вот работа проделана. А сам факт, что как это
делаю я с ребенком, делаю ли я, успеваю ли я это делать с ребенком. Но это, к сожалению, так скажем, не совсем порой бывает, как хотелось бы. В Алкинской школе провели эксперимент. В течение 1/4 учителя вели дневники рабочего времени. Насчитали 28 пунктов дополнительных обязанностей. Выяснилась очень, так скажем, печальная картина. Полное рабочее время превосходит его нагрузку в 1,5-2 раза. Например, да, вот здесь в дневнике написано разработка программ, подготовка к уроку, дежурство по школе, работа со слабо успевающими, с одаренными детьми. То есть вот эти вот направления работы, они никак не оплачиваются учителю. Уменьшить бюрократическую нагрузку на учителей должен был, например, электронный журнал. Вот только, по словам преподавателей, сервис часто зависал, и приходилось делать наоборот двойную работу, записывая оценки по старинке в бумажный документ. К предстоящему учебному году электронные журналы и дневники были усовершенствованы. К тому же подготовлены учительские планы онлайн. Сейчас разработано программное обеспечение. Пока в пилотном проекте участвуют 5 муниципалитетов, в их числе Уфа, Кумертау, Стерлитамак, а также Стерлитамакский и Мейкинский районы. Этот и другие вопросы обсуждают в Госсобрании Башкортостана. Инициатива так и называется – антибюрократическая учительская. О необходимости решения проблемы на республиканском августовском совещании заявил руководитель региона Радий Хабиров. Надо рассматривать именно на республиканском уровне, например, школе, например, в сельской школе какие должности должны быть, какие работники должны работать. Например, сопровождение детей в школьных автобусах, кто должен заниматься, это социальный педагог или классный руководитель. На самом деле это неоплачиваемая должность, да, а ответственность очень большая. Пока вопрос на этапе обсуждения. До 28 августа собираются предложения. 4 сентября пройдет заседание на федеральной дискуссионной площадке «Благополучие человека». Эксперты должны решить, как спасти преподавателей из бюрократической ямы. Учитель не должен превратиться в менеджера, у которого скоро может не остаться времени на учеников. Лилия Курбанова, Дан Хамитов, Азат Тузбеков. Итоги недели. 106 миллиардов рублей вложили инвесторы в Башкортостан с начала этого года. Причем львиная доля приходится на сельское хозяйство, отметил Радий Хабиров на встрече с ведущими животноводами региона. Успехами руководитель республики делился в рамках фестиваля «Молочная страна», который уже 5-й раз проходит в Уфе. Прирост в этом направлении тоже значительный. Сейчас в регионе строят 9 мегахозяйств и закупают 8 тысяч голов дойных коров. Тем более, что открываются новые рынки сбыта, в частности, в сфере детского питания. Главная цель – обогнать соседний Татарстан и стать лидером по надою молока в России. Репортаж Максима Окунева. Длинная очередь за молоком, а льготная выдача строго по талонам. Ажиотаж у прилавка вполне оправдан. Спустя 10 лет после ликвидации в Стерлитамаке вновь заработала молочная кухня. На месте молодые мамы и папы заключают договор, после чего получают специальный QR-код. По нему будут выдавать положенную молочную продукцию на ребенка, что немаловажно, бесплатно. Это очень необходимо для ребенка. Во-первых, там очень много кальция, дети нуждаются в этом. Очень любят молочные продукции, особенно творог. На неделе еще один пункт выдачи открылся в Кумертау. Таким образом, власти намерены охватить молочными кухнями все города и районы республики. Родителям и детям качественный продукт, фермерам новые рынки сбыта. Уже сейчас хозяйства и молзаводы обновляют технологии и обкатывают новую систему фильтрации молока, после которой его можно пить как взрослым, так и грудным детям. Проходит обрат через мембраны. Система позволяет очищать обрат до 99,9. Его можно пить с нуля. Ну, если по жирности позволяет, потому что оно жирненькое такое. На объемах миллионы не заработаешь, делятся опытом сельхозпроизводители, поэтому ставку делают на качество продукта, ведь клиенты стали более трепетно относиться к экологии питания. Оценить вкус свежего башкирского молока могли в этот день все желающие. Фестиваль «Молочная страна» – это еще и большая ярмарка. Десятки павильонов, где производители предлагают заполнить холодильник натуральными продуктами. В центре столицы и любители заливных лугов стараются перемычать общий гул большого скопления людей. Животные вовсе не боятся
боятся посетителей, а наоборот с удовольствием позируют для фото. Башкортостан в шаге от того, чтобы стать не только медовым, но и самым молочным регионом в стране. Сейчас у нас производят 1 миллион 650 тысяч тонн молока в год. По этому показателю республика дышит в спину Татарстану, но перспектива роста налицо. Сейчас идет строительство 10 крупных животноводческих ферм, а действующие хозяйства до конца года приобретут в общей сложности 8 тысяч дойных коров. Объемы есть, наращиваются, работать над качеством молока, над качеством, чтобы было конкурентоспособное молоко для переработки и с дальним прицелом на экспортный потенциал. На рынок молока региона зашел и самый крупный внешний инвестор – компания «Эконива», которая строит мегаферму в Ермекеевском районе. 3 миллиарда рублей капиталовложений позволят создать более 100 рабочих мест и обеспечить высокое качество продукта. Башкортостан стал 12-м регионом присутствия компании. Правда, пока создавать полный цикл производства от луга до упаковки и прилавка магазина инвестор не торопится. На начальном этапе в приоритете реализация сырого молока. 320 коров уже доится. И к концу года все 2800 коров, которые мы сейчас строим молочный комплекс в Ермекеевском районе, будут доиться. Телица и доится. Также в этом году начинаем строить животноводческий комплекс в Белебеевском районе, село Русская Швейцария. Там уже запускаем в следующем году. Как и Штефана Дюра, инвесторов подкупили льготы и субсидируемые кредиты. Россельхозбанк охотно дает займы как начинающим фермерам, так и крупным хозяйствам, считая молочную отрасль перспективной. Портфель банка сегодня 27 миллиардов рублей на регион, а в ближайшие годы эту сумму планируют увеличить до 50 миллиардов. Успеть забраться на инвестиционный корабль бизнесменов призвал и Ради Хабиров. По его словам, власти региона оказывают большую помощь своим резидентам через специальные программы Минсельхоза. А главное, в регионе есть природа и специалисты для того, чтобы выгодно заниматься молочным делом. 38% жителей республики, это, считайте, почти 1 миллион 600 тысяч людей живут в сельских территориях. И что очень важно, что мы сейчас очень плотно развиваемся над развитием наших территорий. Мы строим дороги, садики, школы, ФАПы. Мы в целом развиваем среду, нормальную сельскую среду. Поэтому, когда жить хорошо становится, когда появляются новые объекты, и людям становится, соответственно, с большим желанием работаем. В сельском хозяйстве профессионализм вряд ли остается незамеченным. Даже когда технологии вырвались вперед, и дойеры вместо ведер и бетонов используют автоматический доильный аппарат. 60 мастеров в этом деле съехались со всей страны в совхоз Алексеевский, чтобы побороться за звание лучшего в профессии. У нас условия такие, что снижены нагрузки, так нормально. Ко всему надо приспосабливаться, хоть какая бы ни была техника там или что-то. Победителю всероссийского конкурса достался новенький автомобиль. По словам триумфатора, успех работы вовсе не в знании устройства доильного аппарата, а в отношении к животному. Буренка даст больше молока, если ее будут воспринимать как кормилицу, а не как продуктовую фабрику. Максим Окунев, Артур Ханов, Родион Матвеев. Итоги недели. Одним из крупнейших и постоянных участников фестиваля «Молочная страна» является группа компаний «Пышка», запустившая в этом году собственное молочное производство. Объятия с руководителем республики, а далее все по-деловому. Рассказ о достижениях и перспективах, презентация единственного пока в регионе молокомата, а еще искреннее спасибо за историю 12-летней давности. Ради Фаридович виноват в том, что Пышка в Уфе осталась. Потому что много лет назад была такая история. Один высокопоставленный чиновник другим высокопоставленным чиновникам сказал Пышку кончать, потому что у него были племянники в общепите. Такая женщина была и есть, Рашида Искандаровна. Когда я ей сказала, Рашида Искандаровна, я уезжаю вообще в Москву, в Нижний Новгород, меня приглашали в Казань. Она сказала, выведу всех женщин, улицы перекрою, никуда не поедешь. Ну и пошла к Ради Фаридовичу. Что уж там они говорили, я не знаю. Но вот благодаря ему Пышка осталась в Уфе. Молоко под брендом «Пышка» на прилавках традиционно не залеживается и пока продается лишь в одноименных экомаркетах. Его просто не хватает. Появилось оно в линейке продуктов совсем недавно, ведь собственному молочному цеху не более года.
Секрет превосходного качества молочных продуктов Пышки прост. Безупречное сырье, идеальные условия хранения и транспортировки, а также полная стерильность производства. Скажите свою оценку. Да, вкусный. Ну, вкусный. чувствуется да, вкус чувствую вкус молока, да. Мне нравится такой нежный вкус, не кислый, консистенция приятная. Вкусная, отличная продукция. Молоко, творог. Очень вкусно, ребенку нравится. Все, спасибо. Любую продукцию можно взять без сомнения. И хоть самим кушать, хоть гостей угощать. Пышка является, наверное, одним из лидеров с точки зрения приготовления продуктов, субпродуктов, полуфабрикатов и конечной какой-то продукции с точки зрения использования наших местных экологических продуктов. Да, вкусно. Вкус, знакомый с детства, отличительная черта продукции Пышки. Ведь готовят здесь все всегда и для всех, как для себя и своего ребенка. Причем с неизменным качеством и позитивным настроением. Ведь Пышка поистине семейная компания. Чтобы снять одну из острейших проблем коллектива, на предприятии организовали собственное общежитие для 34 сотрудников. Компания известна своей социальной ориентированностью, ведь благотворительность и помощь детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, для Пышки – норма. Кроме того, на всех без исключения торговых точках никогда не продавали алкоголь. Группа компании «Пышка», мне кажется, это вообще бренд Республики Башкортостан. Надо сказать, что сегодня вот это 20-летие, которое мы празднуем этой компании, я думаю, что у нас вообще нет предприятия в индустрии питания, которые похвастались бы такой долгой историей. Совсем недавно в Рио главы республики Ради Хабиров вручил владелице торгового знака «Пышка» Расиме Мусиной орден Дружбы народов, а предприятие отметило свое 20-летие. При этом в государственном концертном зале, где проходило торжество, вместилось всего 1000 сотрудников и 70 индивидуальных предпринимателей, работающих по франшизе. Всего же за 2 десятилетия группой компаний «Пышка» было создано более 5000 рабочих мест. Вот все пышницы, которые здесь, которые стоят у плит сейчас, которые в разных городах и весях работают. Это самое большое богатство, которое есть. Я без вас ведь ничто и никто. Ваши теплые руки и горячие сердца. Вот что самое главное. Вообще мы шли туда, куда нас зовут. Кузельна не даст соврать. Позвали во Францию, Франция. Позвали в Амстердам, Москва нам приказала. Мы в Амстердам со своими пирожками и пельменями, да? Мы, в общем-то, агрессивно рынок не занимали, и вот куда звали, мы туда шли. За это я вам всем очень благодарна. Кулинары Пышки всегда за кадром, но если зайти на кухню, то можно увидеть, как мастерицы в белоснежной одежде создают всем знакомые блюда с любовью и уважением. Ведь они считают, что еда имеет определенную энергетику, поэтому всегда начинают день с добрых слов. Для Башкортостана это большая гордость. В свое время Расима Асгаровна сотворила народное чудо. Вот, группа компании «Пышка». Мы полюбили лакомство, производимое Пышкой. Мы, как говорится, прославили всю нашу республику и даже Россию. И мы с удовольствием с собой возим чак-чак, все разные такие сладости. И все говорят: привезите еще хотим Пышку, это здорово. Вся 20-летняя история группы компании «Пышка» запечатлена в книге Расимы Мусиной, которую она издала к своему юбилею. Азамат Аль-Мухаметов, Алексей Бычаев. Итоги недели. В 2 раза больше фильмов и звезд на неделе в Уфе открылся международный кинофестиваль «Серебряный Акбузат». В конкурсной программе фильмы из Австралии, Индии, Китая, Мьянмы, Франции и Южной Кореи. Всего 18 стран и 49 полнометражных и короткометражных лент. По красной ковровой дорожке прошли Сергей Шакуров, Игорь Петренко, Борис Щербаков, звезда «Великолепного века» Селим Байрактар. А вот для другого иностранного актера, звезды фильма «Спортлото-82» и по совместительству члена жюри, визит в башкирскую столицу оказался судьбоносным. Почему, знает Артур Шамсудинов. Одна за другой по красной ковровой дорожке идут без преувеличения звезды. Элита российского кинематографа и не только. Право пройти первым досталось актеру театра и кино Даниилу Спиваковскому, который, к слову, в этом году ведет церемонию открытия. Следом, едва отбиваясь от поклонников, проходят Борис Щербаков, Игорь Петренко и председатель жюри Сергей Шакуров.
Красная ковровая дорожка – символ любого значимого кинофестиваля. Этой традиции Серебряный Акбузат придерживается с момента основания. Впрочем, никогда прежде на ней не было столько звезд. Оно и неудивительно. Кинофестиваль проводится спустя 2 года после вынужденного перерыва. За это время организаторы успели подготовить немало интересных сюрпризов. Едва успевает раздавать автографы турецкий актер Селим Байрактар. Многие зрители помнят его по всемирно известному телесериалу «Великолепный век», в котором он сыграл одну из ключевых ролей. В интервью Селим признался, что был бы не против поучаствовать в совместных проектах с башкирскими и российскими режиссерами, добавив, что у него, как и многих присутствующих, общие тюркские корни. И, к удивлению зрителей, достал из кармана кубыс и сыграл на нем. Технология такова, что мы все смотрим вблизь. На телефон уставились, и даже из-за этого даже зрение у нас портится. А мы должны научиться смотреть вдаль, и таким образом и в будущее смотреть, и в прошлое. И только тогда мы сможем действительно через кино показать, что мы имеем, нашу культуру, нашу историю. А вот другого иностранного члена жюри с Башкортостаном связывает личное. Звезда комедии «Спорт Лото-82», советский актер Альгис Арлаускас, приехал на кинофестиваль из Испании. В годы войны его мама, член испанского Коминтерна, жила и работала в Кушнаренковском районе. В местном музее до сих пор сохранились документы того времени. Близко вот по воздуху, по энергии, по картинке, по просторам, близко к тому, что я воображал. Хотя у меня никаких не было отсылок, никаких вообще ни одной фотографии, никаких рассказов, никого я не знал, но я во сне уже видел это место. Актер не исключил, что в будущем история его матери может лечь в основу спектакля или фильма, добавив шутку, что с удовольствием представил бы эту картину на Серебряном Акбузате. К слову, в этом году за Гран-при поборется 49 фильмов. Рекордное количество за всю историю конкурса. Башкортостан представил 7 своих картин. Самое главное в этом же фестивале, это же надо учесть общение людей, наших киношников башкирских, зарубежных, ближних зарубежных. Приедут якуты, феномен якутского кино, наши, может, пообщаются. Может, они у нас что-нибудь возьмут, такой хороший пример. Так сложилась жизнь, что наш большой дом занимают люди с разными культурами. Значит, если мы будем этим правильно распоряжаться, если мы будем открыты друг другу, если мы будем обогащать друг друга, у нас получится чудесный сплав. На нынешнем кинофестивале расширилась и география. 18 стран. Работы привезли режиссеры из Франции, Японии и Южной Кореи. Квон Сун Мо из Сеула на суд зрителя привез полнометражную ленту в жанре ужасов. Я уже участвовал в нашем кинофестивале в городе Пусан. Мне очень понравилось, и моя работа была по достоинству оценена. Я получил приглашение на Серебряный Акбузат и с удовольствием приехал сюда. На 4 дня Уфа стала столицей этнического кино. Организаторы обещают, палитра красок и эмоций фестиваля удивит самых искушенных зрителей. Да мне любые фестивали интересны, а этнического кино тем более, потому что это народное кино, это про этнос, про обычаи народов. Это замечательно и очень хорошо, что этот фестиваль существует. Социальная тематика стала одной из ключевых на 4-м кинофестивале. Многие ленты рассказывают о людях с ограниченными возможностями здоровья, так что зритель может погрузиться в их мир. Перед членами жюри стоит непростая задача – за 4 дня отсмотреть все работы и выбрать лучшую. Победителей выявят в 9 номинациях. Также будет определен гран-при. Это очень тяжелая работа. Мы уже сегодня просмотрели 4 картины. Представляете, вот можете подряд 4 картины посмотреть? Тяжело, правда? А надо же потом собрать все это и оценить их. Спасибо. Основная работа для членов жюри только начинается. Праздник кино ожидает и обычных зрителей, ведь вход на все показы в кинотеатре «Родина» свободный. Но имена призеров станут известны 27 августа. Победитель гран-при получит денежный приз в размере 1 миллиона рублей. Артур Шамсудинов и Артур Елаев. Итоги недели. Уфа. Действительно, работа у жюри кинофестиваля «Серебряный Акбузат» в самом разгаре. Им буквально некогда пообедать, не говоря уже о том, чтобы посмотреть Уфу или блеснуть нарядами на ковровой дорожке. Об этом, собственно, и рассказал председатель жюри Сергей Шакуров. Во время короткого перерыва итоги недели записали с ним небольшое, но очень емкое интервью. Предлагаю его вашему вниманию прямо сейчас. Сергей Каюмович, как вам Уфа? Ну, замечательно, погода прекрасная. Народ веселый, фонтаны бьют, музыка играет, все пляшут и танцуют. Символично, фонтан 7 девушек. Да. Вы сегодня очень
так напряженно, плодотворно работаете, весь день за вами следим, наблюдаем, на обед буквально на 10 минут побежали и пропали на 5 часов. Такой режим, очень много картин, около 50 фильмов. Времени мало, они все от 80 минут и выше, каждый фильм. Вот, поэтому приходится всю компанию свою членам жюри держать в ежовых рукавицах, времени мало, поэтому и обедаем быстро, завтракаем быстро. Никаких прогулок, никаких экскурсий, все сидим в гостинице, не вылезаем. Вот вы очень любопытную вещь сказали, а насколько сложно это удержать, потому что программа масштабная, вот я смотрю, экскурсии, гости почетные и так далее, но вы как-то особняком держитесь. И 48 работ, да? Для башкирского кино, да, для киностудии Башкортостан это, безусловно, значимое событие вот, в масштабах страны и далее. Но меня порадовало прежде всего, что вот эти бывшие республики Советского Союза прислали очень много интересных фильмов. Но я имею в виду Киргизию, Узбекистан, Казахстан, естественно, Башкортостан. И молодежь очень так мощно, мне очень приятно, потому что я был уже председателем жюри на предыдущих фестивалях, и чем время двигается дальше, тем больше поток людей, талантливых людей, которые снимают картину. Да, не все удачные, может быть, не все более-менее вразумительные, но такая тенденция очень хорошая. Они такие похожи больше... Вот, я сниму то, о чем я думаю. И там сразу очень много... У нас ведь есть несколько подразделений. Есть социальное кино. Это один пласт. Есть мотивационное кино. Это понятно? Это другой пласт. Есть национальное. Вот чисто национальное. И есть этническое. Так вот, очень много интересных этнических картин. Да. Вот именно из этих тех малых советских республик, где ставятся вопросы жизни и смерти. Представляете, молодой парень, там 28-30 лет, или девушка. Любви, драмы. Да. Не вопросы Шекспира, любви и смерти, а вот именно такие глобальные, в которых решается очень мощно национальный вопрос. Какие перспективы у башкирского кино? Как вы думаете, вот на основе этого фестиваля? Ну, тут многое зависит от людей, которые действительно заинтересованы в культуре, возрождения традиций, и в частности киношных. Когда была знаменита киностудия в Уфе, великого Абдразакова, который я создавал, который в ней работал. И, нужно возрождение. А для возрождения нужны просто вливания, и все. Меценаты должны подключиться, потому что очень много талантливых ребят сейчас выросло. Говорите про вливание, и опять же добавляете, что это финансы, да? Талантами богата земля наша? Ну, у нас же масса университетов кинематографических, и они отовсюду сюда возвращаются домой, потому что им здесь и вольготнее, и понятнее, потому что они знают культуру, природу своего народа, в каждой республике в частности. И им так проще, потому что нечего, проучившись, допустим, в Авгике, в Москве, да, брать эту московскую, подмосковную русскую культуру. Лучше отсюда, с корней начать. Как делать? Да, конечно, колорит. А тогда уже вырастать в большое, хорошее творческое имя. Спасибо вам. На здоровье. Спасибо. Эта неделя выдалась богатой на спортивные события. В республике заложили капсулу в основании будущего центра борьбы. Вместе с тем в Уфе в очередной раз прошел один из самых престижных турниров по греко-римской борьбе памяти Владимира Бормана. Футбольный клуб «Уфа» сенсационно победил действующего чемпиона России «Зенит» в присутствии главного тренера сборной Станислава Черчесова. Накануне в столице Башкортостана стартовала спартакиада пенсионеров России, и уже сегодня в Уфе завершился чемпионат страны по компьютерному хоккею и 10-й этап конно-спортивного турнира «Терра Башкирия». И это далеко не полный список, а ключевых мой коллега Артем Кочешев. Итак, друзья, внимание, капсула времени
заложено, друзья, аплодисменты. Первый шаг сделан, республика встала на путь появления нового масштабного спортивного объекта. Ради Хабиров в компании двух олимпийских чемпионов Михаила Мамиашвили и Александра Карелина заложил в основание здания капсулу времени с обращением к будущим поколениям. Строительство центра борьбы – давняя мечта руководителя региона. У меня всегда была мечта отдать дань уважения замечательному виду спорта, спортивной борьбе, отдать дань уважения своим тренерам, ветеранам борьбы, построить дворец борьбы. И вот у меня сегодня лично очень важный для меня день, потому что начинает реализовываться моя мечта. Новый дворец получит имя заслуженного тренера СССР Владимира Алексеевича Бормана. Его называют родоначальником греко-римского стиля в регионе. Центр будет оборудован 19 тренировочными коврами. Общая площадь составит почти 30 тысяч квадратных метров. Самое важное, под одной крышей разместятся представители нескольких видов борьбы. Строительство начнется в начале 2020-го и должно завершиться через 2 года. Как мне представляется, здесь, тем более, вот, где так развивается плотная застройка, где люди смогут в режиме пешего доступа показаться, привести ребят, привести детей. Это очень важно, я бы даже сказал, стратегически важный проект. 34-й турнир памяти Владимира Бормана прошел во Дворце спорта. Формат на этот раз был не совсем привычным. Участвовали юноши в возрасте до 16 лет. Организаторы считают, что это прежде всего вклад в будущее российской борьбы. Мы сами волнуемся первый раз вот такое мероприятие, что даже вот вы, как заметили, помост, он не всегда есть, и дети теряются, что видя вот эту всю обстановку. Но я думаю, сейчас поборются, и в следующий раз уже не будет такого переживания. По итогам соревнований памяти Бормана башкирские спортсмены завоевали 18 медалей, из которых 4 золотые, 6 серебряных и 8 бронзовых наград. Одним из главных итогов турнира стала новость о том, что начата работа над тем, чтобы в 2021 году Башкортостан принял чемпионат мира по спортивной борьбе среди юниоров. Футбольная Уфа порадовала своих болельщиков. На глазах 13 тысяч зрителей был обыгран действующий чемпион страны – петербургский «Зенит». Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов впервые побывал в столице республики. Он наблюдал за игрой из ложи стадиона «Нефтяник». Единственный гол в матче забил Даниил Фомин, признанный лучшим игроком встречи. Это уже 3-й его гол за Уфу в этом сезоне. Для «Зенита» это поражение стало первым в чемпионате. Мы играем агрессивно при своих болельщиках и будем продолжать в том же духе. Когда обыгрываешь «Зенит», мне кажется, впечатление у всех просто шикарные. Я не знаю, это неописуемо. Я не могу передать словами то, что обыграть «Зенит», может быть, такой раз в жизни дается. Так что я рад, что мне именно в этом клубе это выпало. Спасибо всем болельщикам, что поддерживали нас. В Уфе собрались самые спортивные пенсионеры России из 7 зарубежных стран. Порядка 700 спортсменов-любителей ведут борьбу в 6 видах спорта. Это легкая атлетика, плавание, настольный теннис, пулевая стрельба, шахматы и дартс. В рамках мероприятия состоится сдача нормативов ГТО. Кроме того, во время спартакиады будет организовано тестирование, позволяющее определить, как физкультура и спорт влияют на возможность сохранить в старшем возрасте когнитивные функции и память. Этого приезда вам всегда хотелось возвращаться в нашу красивую, замечательную и очень гостеприимную республику. Желаю вам побед, крепкого здоровья и бодрости. Спасибо. Привлечь людей старшего возраста к систематическим занятиям спортом и физической культурой. И, к счастью, инициатива Российского союза пенсионеров около 6 лет совпала с желанием Минспорта поддерживать качестве интересной формы привлечения людей к занятиям спорта. Спартакиада будет длиться до вторника, когда и пройдет торжественная церемония закрытия этих соревнований. Артем Кочешев, Роза Хабибуллина, Татьяна Анжа. Итоги недели. Вот такой насыщенной выдалась уходящая неделя. Спасибо, что были с нами. Встретимся уже осенью. Будем вместе подводить итоги недели. До встречи в эфире.